Школа. Это место и время, которое врезается в память и остается там навсегда. Первый звонок, первый урок, первая учительница, первые друзья и, конечно же, первая любовь. Воспоминания о школе самые яркие и теплые. И когда мы ведем своих детей или внуков в школу, то, переступая порог родной альма-матер, испытываем прилив эмоций. В этом учебном году у учащихся школы номер 1 города Алдана эмоции будут бить через край. Школа отмечает вековой юбилей. Нынешнему зданию чуть меньше, почти 60. За это время школа изменилась, трансформировалась, но кое-что удалось сохранить в первозданном виде. Накануне начала учебного юбилейного года мы прогулялись по школе с ее директором. Виктор Владимирович, находимся в основном здании школы, второй этаж. Это здание было введено в строй в 1967 году, практически 60 лет. Зданию школе 100. Школе 100. Второй этаж, вот я смотрю, да, проходили изменения в школе и так далее, пристраивали то одно, там перестраивали, но это здание, помещение осталось в первозданном виде. Единственное, Почему? что нам удалось отстоять именно этот этаж, по причине роста количества детей, которые желали учиться в первой школе, потребовались дополнительные кабинеты. Поэтому было принято единственное возможное решение для того, чтобы совместить, как говорится, приятное с полезным, это сделать часть рекреации, отгородить и сделать там учебные кабинеты. Угу. Так у нас сделано на первом этаже, так на третьем. Второй этаж мы отстояли по двум причинам. Это единственное место, где мы проводим общешкольные родительские собрания, и где можно вместить достаточно большое количество родителей. Человек. Ну, я помню, Да. вот у нас выстраивали тут и на третьем этаже, и на втором, вот так, И в второе, линейке. мы здесь проводим мероприятия, которые... Здесь начальное звено, это кабинет начальных классов, поэтому те мероприятия, которые проводятся в начальном звене, определенное количество проводится здесь, то есть площадь позволяет. Ну и плюс рекреация дает возможность для организации пространства, все-таки это малыши, Побегать. игровых зон, да, зимнего сада. Ну, в общем, совмещаем приятное с полезным. То есть крупица исторического чего-то осталась. Это последняя крупица Да. с точки зрения поэтажности, сохраненной первоначально. Ну вот смотрю, мы находимся в школе перед 1 сентября буквально, да, за несколько дней. Все хрустит, все новенькое, прям запах стоит, да, что школа готова к принятию детей. Прозвенит сотый первый звонок. Да. В этом году будет у нас, получается, 2 юбиляра. Первоклашки, которые пойдут в школу, это будут 100-е первоклашки, пришедшие 1 сентября в школу. А 11-классники, это будет 100-й выпуск. 100-й выпуск. Да. То есть юбиляры и там, и там. Со всех сторон. Да, ну каждому из них заготовлены определенные сюрпризы. Не буду раскрывать, какие. Но память и у тех, и у других об этом 1 сентября останется надолго. Ну, про сюрпризы мы все-таки поговорим, потому что у нас репортаж выйдет чуть позже, 1 сентября. Все-таки какие сюрпризы? Для начального звена, но все-таки символом 1 сентября всегда был звонок первый, да? Первый звонок дается колокольчиком. Поэтому каждому малышу мы заготовили маленький колокольчик, на который повешена ленточка с символикой столетия. 100 лет любимой школы и года, когда она. Для 11-классников сюрприз будет такой более основательный. Это будет памятная монета, на которой будет с одной стороны символика школы, а с другой стороны символика города. То есть 100 лет. Память хорошая. Да, я думаю, что... Помимо того, что и школа остается в памяти навсегда, несмотря, что мы в нее не хотели ходить, да, и дети с неохотой идут 1 сентября, хотя не все, да? Ну, Виктор, пообщаться идут все, пообщаться. Вот учиться не совсем. все-таки школа большая. Сколько детей на сегодня? На сегодняшний день больше 900 человек. Почти 1000 человек. В 89 году школа маленько расширилась. Сделали, да, пристрой. Она такая побольше стала. Но, тем не менее, самая старейшая школа в городе продолжает учиться в 2 смены. Ну, к счастью, так будем говорить, во второй смене учится только одна параллель, 3-е классы. Это 90 человек. Все остальные классы, а их 32 комплекта на конец прошлого года, они учатся в 1-ю смену. Но, к сожалению, победить эту проблему мы пока не в состоянии. Не хватает кабинетов, поэтому 2-я смена
ближайшее обозримое будущее будет Ну, вообще существовать. пристрой-то он большой достаточно, да, чтобы школе хватало места. Но волею обстоятельств туда попал лицей. Нет, Да. полздания занимает пристроя лицей. Если бы это было ваше все, вам бы хватило места? Хватило бы. Да? Во-первых, мы бы скомплектовали количество классов. Ну, потому что не секрет, не все классы, допустим, укомплектованы со 100%. То есть там несколько человек, там несколько человек. За счет, если бы это было единое целое, возможно, мы бы укомплектовали более, так сказать, основательно. Ну, решила бы эту проблему до конца нет. Тут вопрос, конечно, спорный. В том плане, что лицей тоже достаточно востребованное учебное заведение. Поэтому я думаю, что на данный момент это не выход из положения. Ну, все равно школу строить надо. Говорят об этом давно и много в городе. Я думаю, как? Конечно, если это будет новая школа, мы имеем пример 9-й школы. Да. Это школа уже нового стиля, это школа уже нового уровня, с учетом всех современных требований к классам, к коридорам, к помещениям, к оборудованию, ко всему. Но, на мой взгляд, вопрос будет один, самый болезненный при строительстве новой школы. Кто в этой школе будет учить? Ну, опять мы Количество возвращаемся, педагогов, да, и нехватка педагогов на сегодняшний день, она достаточно велика, поэтому, я думаю, это будет первой проблемой при формировании этого учебного заведения. Ну, учитывая ту демографическую политику, которую ведет государство, да, у нас повышение рождаемости, и нам надо повышать количество населения. Ну, наверное, с педагогами тоже вопрос будет решаться. Ну, дай бог, дай бог. Хотя хочу сказать, что я лично считаю, что это будет достаточно тяжело. Тяжело. По каким причинам? Причина одна. На сегодняшний день существует такое, как поверье или уверенность в том, что вот мы сейчас сделаем зарплату учителей такую, знаете, очень достойную, и сюда побегут прям со страшной силой. Нет. Самое главное для того, чтобы люди пошли в школу, и пошли те, которые пришли бы сюда по зову души и сердца, это социальный статус учителя в обществе. Вот на сегодняшний день, я вам хочу сказать, если сравнивать с годами советской власти, а тем более там с царскими временами, конечно, мы здесь подуронили его настолько сильно, что когда начинаешь разговаривать с выпускниками школы в плане, что не пойти ли вам в пединститут, потому что это, да, доброе, вечное и все остальное, они это улыбаются, чтобы сильно, как говорится, не расстроить тебя. Но по их поведению, по их отношению они понимают, что это не та профессия, где ты будешь в почете и уважении в том плане, которого она заслуживает. Ну, пройдем на 3-й этаж. Виктор Владимирович, первая школа, насколько я помню, по-моему, одна из первых была, да, в которой появились точки роста, или нет? Ну, мы попали во вторую волну, когда прошло оборудование по точке роста в эту программу. Ну, хочу сказать, что в этом был определенный, может быть, даже плюс, поскольку к этому времени было уже понятно на примере тех школ, которые получили и вошли в эту программу первыми, что из себя представляет вообще сама программа. То есть какие выделяются деньги, что на эти деньги необходимо покупать, какие требования, какое оборудование. И поэтому возможность подготовиться уже более основательно, используя, может быть, где-то ошибки предыдущих, и опыт предыдущих школ. Поэтому мы, в общем-то, с наименьшими потерями, так будем говорить, в эту точку роста вошли. Что сегодня представляет из себя эта точка роста уже после определенных лет ее использования? Детям это интересно? Конечно. Точка роста предполагает преподавание, так будем говорить, учебных дисциплин на более высоком, более современном этапе. Ну, это прикладное образование. Да, то есть когда к обычным предметам, которые являются, так сказать, основными предметами школы, добавляются составные части, которые используют совершенно другое оборудование, совершенно другой программы, совершенно другой уровень подачи материала. Ну и, соответственно, отдача, так будем говорить, за счет того, что дети немножко сейчас другого поколения, и для них все, что связано с компьютерной техникой и технологиями, оно воспринимается проще, и, конечно, отдача совершенно другая. Хватает вот этого оборудования, чтобы больше детей прикасалось к этому, скажем так?
Ну, здесь, Или все проходят через эту точку роста? здесь получается так. Точка роста предполагает, что частично это оборудование используется во внеурочной деятельности, но и обязательно используется на уроках. Ну, вот на примере, допустим, там, той же химии или той же физики. Вот химия, наверное, самый такой Показатель. да. То есть, когда проходят некоторые темы, которые связаны, допустим, там, с химическими анализами, с неорганической особенно, или, может быть, даже и органической химией, то, допустим, некоторые темы, которые учитель, так сказать, раньше преподавал только на уровне учебника, Теории. ну, да, и теории, которые теперь можно, допустим, за счет оборудования, поставленные по программам точки роста, проводить определенные опыты, которые, так сказать, дополняют теорию непосредственно практикой. Конечно, воспринимается по-другому, запоминается лучше, ну и интерес совершенно другой. С какого класса дети уже начинают прикасаться к этому всему? Ну, получается, 7-8 класс, основа, когда вводятся уже предметы химии и физики, и дальше по нарастающей. Потом присоединяется информатика, ну и, соответственно, внеурочная программа, которая есть в старших классах. Насколько эта точка роста растет? Ну, с точки зрения технологических каких-то новаций, которые вот появляются вообще и в школе, и в нашем обиходе, в нашей бытности. Ну, практически, наверное, ежегодно происходят какие-то дополнения к программам, обновления программ, создаются платформы, соответственно, допустим, которые учитывают задачи точки роста и которые предлагают свои услуги. Поэтому, конечно же, я так думаю, если настанет время, когда точка роста будет в каждом кабинете, и каждый кабинет будет, так Точкой будем роста. говорить, да, упакован соответствующим оборудованием, которое каждому учителю даст возможность использовать это на самом, так сказать, современном и высшем уровне, конечно, это будет семимильными шагами, как говорится, приводить совершенно к другим результатам. Ну, вот точка роста, то есть это уже уклон, физика, химия, к точным наукам, математика. Есть срез вот за эти годы, пока существует точка роста, перевесили ли весы от гуманитарных наук, да, вот в эти технические интересы ребят, детей? Ну, я могу сказать, что, честно говоря, может быть, не веря самому себе, потому что испокон веков как бы у нас все равно основная масса выпускников и 9 и 11 класса, ну, особенно, наверное, показатель 11 класс, это все-таки была больше склонность к гуманитариям, гуманитарным Ну, потому что предметам. тогда нам нужны были юристы. Совершенно верно. То есть установка общества была одного плана, и, соответственно, так сказать, каждый хотел занять свою нишу, которая, так сказать, давала хорошую заработную плату, возможность карьерного роста, да, и всего прочего. Буквально вот за последние, наверное, 3-4 года, особенно когда и президент, и правительство в полной мере, со 100% усилием поставили задачу перехода на инженерно-техническую составляющую, когда стало понятно, что юристов и экономистов и бухгалтеров Достаточно. у нас хватает с запасом, а не хватает инженерного состава, не хватает, так сказать, специалистов IT-технологий, ну, картина изменилась. Во всяком случае, вот, наверное, последние 2-3 года, судя по тому, куда поступают выпускники, особенно 11 класса, ну, это Технические очень вузы. много, да, кто выбирает техническую составляющую. Что еще является показателем? Ну, раньше было таким, знаете, для каждой семьи обетом, наверное, священным. Каждый мальчик, каждая девочка после 9 класса должна идти в 10. Потому что это, значит, закончить 11 классов, получить аттестат о полном среднем И образовании. пойти в вуз. И, соответственно, да. То, опять-таки же, за последние 3-4 года, может быть, даже чуть раньше, картина стала меняться. В основном, в значительной степени выпускники после 9 класса стараются уйти в колледж, техникум, то есть в сферу, где можно приобрести уже профессию определенного уровня. Ну, а там дальше каждый решает сам. Если ты, допустим, достойно закончил, допустим, колледж или техникум, перед тобой открывается перспектива, ты можешь в профильный вуз, который обязательно при каждом этом учебном заведении существует, продолжить свое образование и получить высшее. Но ты уже имеешь
профессию. И, возможно, Да, работу. ты уже имеешь работу, а тот, кто, так будем говорить, заинтересован из выпускников, то, в общем-то, учась в техникуме, может, уже где-то подрабатывает, там, где есть спрос, и там, где можно проявить свое, так сказать, усердие. А результаты ОГЭ и ЕГЭ, они тоже же показывают, да, вот насколько переместились стрелки в сторону технических наук. Ну, во всяком случае... Ребята подтянулись? Вот, у нас было время, когда по математике, физике как-то провально было, да, по ЕГЭ? Ну, я считаю, здесь таким показателем наиболее ярким является следующее. У нас, как вы знаете, сейчас экзамен в 11 классе, значит, государственный, математика, он из двух, да, состоит. Есть базовый и есть профильный. Поначалу профиль выбирали буквально единицы. Потому что если ты выбираешь профильный уровень, это значит 100% ты собираешься поступать в вуз чисто с большой технической базой или подготовкой, поэтому твои знания должны этому соответствовать. И вот с каждым годом по нарастающее количество выпускников, которые выбирают именно профиль, математику, он растет. А это подтверждает то, что мы с вами говорили, о том, что все-таки техническая составляющая, она становится все больше и больше. Игорь Владимирович, ну вот касаясь точек роста, да, изменения в области образования, сегодня хватает педагогов, я имею в виду, специалистов, желательно, наверное, молодых педагогов, у которых уже мышление, да, перевернуто вот на современный лад, здесь, в первой школе? База нашей школы остается в основном на тех учителях, которые уже, так будем говорить, далеко не юношеского возраста. Это те люди, которые получили образование В советское время? советское, да. Я не хочу сказать, что оно плохое. Ну, оно хорошее. Это, наоборот, оно хорошее. И, в общем-то, большая часть – это, так сказать, люди, которые еще того периода советского. Молодых специалистов в школу приходит крайне мало. С чем это связано? С чем связано? Ну, я думаю, что когда встал вопрос, что, допустим, происходит повышение заработной платы, которое повлечет за собой то, что выпускники 11 класса побегут в педагогические институты, университеты и потом пойдут в школу. Ну, не совсем это сыграло по той причине, что все-таки статус учителя в нынешнем современном обществе, он не соответствует тому уровню, которому должен соответствовать. Если мы с вами посмотрим на статус учителя, допустим, там, советского периода времени, 60-е, 70-е, Ну, во-первых, это уважение. Да. И это отношение со стороны И со государства. стороны, конечно. Да. То несколько по-другому было. Именно не материальная сфера, а именно сфера социальная, сфера статуса, положения учителя, как к нему относятся люди, уважают или не уважают. Сейчас, к сожалению, это утеряно. Многие родители, значит, считают, что учитель – это просто, так сказать, как официант в ресторане, должен выполнять все требования и хотелки родительской То есть это стороны. услуга, Да, да. а не профессия? Это да? не профессия, И даже не да. призвание. Это, то есть он заказывает, как говорится, музыку, да, а вы должны под нее танцевать. И вот эта установка, она пока не переломлена. А вот вы правильно сказали, что на сегодняшний день молодые учителя – это другое мышление. Да. Дело в том, что, приходя в школу учителя нового поколения, современного, они, может быть, в большей степени и быстрее найдут взаимосвязь с учениками в школе, Ну и подход потому что на они одной сами, волне. да, они сами уже другого уровня мышления, поэтому они друг друга быстрее понимают, быстрее находят между друг другом какую-то взаимосвязь и прочее другое. То есть здесь я считаю, что понадобится еще время, и особенно со стороны нашего государства, для того, чтобы эту ситуацию исправить. По случаю мы зашли в 33-й кабинет, который для меня был родным с 4 по 8 классы. В мою бытность он был кабинетом русского языка и литературы, сегодня все иначе. Ну, заходим в 33-й. Да, Ну да, 33-й кабинет английского языка. был русского. За этой партой, раз, два, три, теперь она третья, да, я просидел 4 года. С Ну, можно 4-го попробовать сесть еще Да, раз? так присядем, попробуем. Парты были тогда другие, конечно, на которых мы писали, чертили,
Потом сами мыли. их закрашивали и мыли, да? Кстати, сейчас черти Ну, портят имущество ну, государственное. не так, наверное. Не так, да? Виктор Владимирович, ну вот я вот 4 года, да, просидел вот за этой партой с 4 по 8 класс. Вы 20 лет управляете школой. Вообще тяжело это? Ну, наверное, да. Ну, почетно. 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 Вот, только что мы говорили о статусе, да, педагога. Вы знаете, самое, как это слово-то подобрать, самое интересное, что ли, заключается в следующем. Проходит учебный год. У нас есть ученики хорошие, есть не очень, есть нерадивые, да, которые как бы треплют нервы, которые плохо готовятся к экзаменам, которые создают какие-то там проблемы. Вот это вот в течение года. Заканчивается учебный год. Последние, допустим, звонки в 9 и 11 классах. И вот здесь начинается волшебство. Забывается все плохое про всех этих учеников. И когда ты слышишь слова благодарности на этих линейках, которые идут, как правило, от души, когда ты видишь лица этих детей, то, ну, как правило, забывается вот это вот все плохое. И вот такое чувство гордости, что это ты их учил, что ты их выпускаешь, Ты сотворил из них личность. что ты заслужил эти слова. И ты начинаешь понимать, что все-таки насколько хороша эта профессия именно с точки зрения доброты, человечности и всего остального. Ну и, наверное, ну, по моему опыту, вот эти вот хулиганы, да, как их в школе называют, и во все времена, они всегда более трепетно к школе относятся, да, и приходят постоянно, наверное, да, с педагогами общаются. Совершенно верно. И добавлю еще. На улице эти дети, став уже взрослыми, увидев тебя, обязательно подойдут или поздороваются. Или обнимутся. Да. Это вот доказано со стопроцентной гарантией. То есть, если такому ребенку учитель в школе делал добро, относился к пониманию, несмотря на его, допустим, там жизненные проблемы, статус, это добро запоминается намного дольше, и, как правило, отзвук совершенно другой. Советская школа занималась воспитанием ребенка. Ну, 50% точно. Сегодня школа дает вот это гражданское воспитание детям? Ну, это ее... Тоже прямая обязанность, Да, да? это ее прямая обязанность. И я хочу сказать, что в свете сегодняшнего дня, слава богу, у нас и гражданская сознательность, и патриотизм, и патриотическое воспитание, и вообще сознание наших людей, оно претерпевает изменения в лучшую сторону, потому что люди понимают, для того, чтобы жить дальше хорошо, для того, чтобы страна, так сказать, процветала, а значит, процветали и они, нужны усилия того или другого направления. Ну, а вообще гражданское воспитание, и особенно патриотическое воспитание, ну, это неотъемлемая часть. Потому что если мы похерим патриотизм, это приведет к тому, что мы видим в качестве цветных революций, так сказать, в некоторых других странах, когда своя страна превращается в нечто такое аморфное, да, стремление попасть в какой-нибудь там Евросоюз, где якобы бесплатно лимоны и апельсины на каждом углу и денег, как говорится, из каждого мешка дают. Ну, то есть сознание претерпевает изменения, и, соответственно, отношение к собственному государству становится не очень хорошим. А начинается все с класса, начинается все с классных часов, с бесед на ту или другую тему. Разговор о важном сейчас, которые вели, я считаю, что очень хорошая, так сказать, составная часть этого воспитания, потому что те темы, которые поднимаются на этих занятиях, они как раз нацелены на выполнение каких-то определенных заказов государства. Ну, для того, чтобы человек понимал, что происходит, для чего это нужно, какую позицию, роль он сам должен играть в этом процессе и каким образом он должен себя вести в той или другой обстановке. Поэтому по ступенькам, как оно и было всегда, поступенчатое образование или воспитание, а первая точка – это семья. То есть как бы вы ни говорили своему ребенку, что курить плохо, но при этом мама с папой держат в руках или в зубах сигарету, как вы понимаете, эти все нравоучения, они пойдут коту под хвост, потому что наглядный пример, он совершенно другой. Так же и здесь. То есть если
человек, который, допустим, им пытается привить чувство, допустим, там, гражданского патриотизма или какие-то другие, при этом, ну, говоря обычным таким слоганом пофигист, да, и ничего из себя не значит, ну, я так думаю, что это тоже не самый лучший вариант. А за школой продолжают курить? Вы знаете, для Или меня... сейчас, ну, видео... Для меня откровение в другом. Вот, положа руку на сердце, не только я, практически, наверное, все мы, работники школы, ну, просто-напросто никогда не верили, что можно победить, допустим, курение или, допустим, алкоголь, ну, какими-то там душещипательными беседами или прочим чем-то другим. Но не так большое количество времени назад, я думаю, что, наверное, в пределах 5-6 лет, вдруг произошел такой переворот в сознании. А произошло с чего? Вдруг среди молодежи пошла такая, ну, можно сказать... Ну, мода, наверное. Даже не мода. Курить плохо. Курить плохо. То есть, если Пошла мода на спорт. Да. И буквально в течение 2-3 лет мы пришли к тому, что у нас без всяких нравоучений, без всяких вызова родителей, да, и прочего другого, мы пришли к тому, что у нас стало больше людей, детей, которые стали заниматься спортом, а курящих на сегодняшний день, ну, я вам хочу сказать, этой проблемы, как таковой в качестве проблемы не существует. Есть, конечно, они всегда будут, потому что, ну, к сожалению, дурной пример заразителен. Но по сравнению с тем, что было там 10 лет назад, к примеру, это вообще небо и земля. Мы долго еще обсуждали проблемы образования в целом и в частности, останавливаясь в кабинетах и прогуливаясь по коридорам. Постепенно вышли во двор, чтобы посмотреть, как изменился облик здания. К вековому юбилею школу нарядили в новую одежду. Ну вот, наконец-то мы видим альма-матер. К столетию школу удалось одеть. Да. Благодаря, хочу сказать это отдельно, благодаря, конечно, и главе Александру Викторовичу огромное спасибо и депутатам. Они приняли решение. Дело в том, что лицеи, если утепляли и облицовывали за счет федеральных средств, то, значит, школа наша облицована за счет средств местного бюджета. То есть из бюджета специально были выделены деньги, чтобы в честь столетия школы сделать ее красивой и достойной. Виктор Владимирович, что хотите пожелать школе, которая вступает в свой новый век? Ну, во-первых, чтобы этот юбилей был не последний. Ну, конечно. Я так думаю, что, может быть, если все будет нормально, мы встретим еще и 150 и 200 юбилей. Хочется пожелать, чтобы это была новая веха. И вместе с новым облицованным фасадом школа получила новых хороших детей, получила новых молодых талантливых учителей, чтобы жизнь в школе кипела, и чтобы результаты этой жизни проявлялись буквально на каждом шагу, чтобы дети шли в школу с интересом, чтобы родители были заинтересованы в учебе своих детей и помогали всячески, и чтобы это все было в целом вместе, единым монолитным таким созиданием, и результатом этого было, чтобы школа все процветала, процветала и процветала. Ну, вообще, вот как я, когда учился и считал, да и вы, наверное, школа – это дом, второй дом. Вот, наверное, хочется, чтобы школа была и оставалась этим вторым домом. Знаете, какой считается показатель, насколько школа отвечает, так будем говорить, требованиям детей? Если после окончания уроков они из школы не бегут домой, а всеми возможными, невозможными путями Правдами, стараются неправдами. остаться в школе для того, чтобы сделать или что-то, или пойти куда-то, это значит, школа действительно для них второй дом. Спасибо, Виктор Владимирович, с юбилеем. Спасибо. Юбилейные мероприятия впереди, а школа, несмотря на преклонный возраст, похорошела и помолодела, приготовившись к очередному учебному году.